Формирование основного состава правительства республики завершится в пятницу, сообщил сегодня журналистам республики Егор Борисов. Глава Якутии дал пресс-конференцию по кадровым вопросам. Репортаж Туяры Филипповой. Егор Борисов еще раз подтвердил, что серьезных структурных изменений в исполнительных органах власти не будет. Однако несколько изменится содержание работы администрации главы республики и правительства. Дано поручение изменить структуру с учетом изменения именно работы в содержательной части. То есть будут созданы департаменты, уже формируется этот указ. Правительству сегодня нужны не чиновники, которые организуют труд руководителя. Сегодня нужны специалисты, которые создали бы определенные условия координации деятельности соответствующих органов власти и муниципальных организаций именно с точки зрения проблем отрасли. Кроме того, указом главы республики правительство Якутии до 1 декабря должно внести предложение по изменению структуры иных исполнительных органов власти, в частности, определиться судьбой департаментов и управлений. Также Егор Борисов сообщил о том, что сегодня в парламент внесена еще одна кандидатура министра транспорта и дорожного хозяйства. Вновь предложена кандидатура Семена Винокурова. Сардана Татаринова назначена советником главы республики. Что касается еще не назначенных министров. Я хочу некоторые направления обсудить с вновь назначенными руководителями. На вопрос журналистов о судьбе отставных членов правительства Егор Борисов сообщил, что Геннадию Вадюхину и Анатолию Скрыбыкину предложены посты руководителей в хозяйствующих субъектах. Творческие способности Андрея Борисова также будут востребованы. А Александра Власова планируется рекомендовать в ЦИК Якутии. Егор Борисов отметил, что принятие кадровых решений дается порой очень сложно. И когда берешь на себя ответственность и решение судьбы человека, определение судьбы человека, это очень ответственное, очень сложное такое мероприятие. Сам по жизни проходил все эти этапы, и увольнение, и повышение, поэтому я сам принимаю в этом плане, понимаю человека. Но иногда бывает очень сложно. Кроме кадровых вопросов, журналистов интересовали и другие темы. Главу республики журналисты попросили прокомментировать приговор, вынесенный судом Афанасию Максимову. Я, конечно, сожалею, и не более, потому что это дело судов. Я никогда не вмешивался в дела судов, хотя вы тоже много иногда пишете. Я всегда считал и считаю, что суд – это последняя инстанция. Также журналисты интересовались предстоящим визитом в Якутск главы Сбербанка Германа Грефа, возможной дате назначения президента Алроса, на что Егор Борисов ответил, что завтра Грефа ждут, а формирование предложений по кандидатуре главы Алроса, возможно, произойдет 23 октября. Сегодня же глава республики встретился с председателями постоянных комитетов и фракций Ильтюмен. Напомним, уже завтра на пленарном заседании парламента будут рассмотрены предложенные главой республики кандидатуры на ключевые посты правительства. Туяра Филиппова, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.